стримає Бог їх. Михаель, хто ж як Бог, так гучить заклик твой, отгони духов злих, хай стримає Бог їх. Хвала одиному будь Богу, Його аньоли бачать твар, що перед троном Божим вечно у захопленні узносять спів. Михаель, хто ж як Бог, так гучить заклик твой, отгони духов злих, хай стримає Бог їх. Михаель, хто ж як Бог, так гучить заклик твой, отгони духов злих, хай стримає Бог їх. Святий Михале, арханьоле, ангельских войсков славный князь, хвали ты Божий оборонца и Беларуси опекун. Михаэль, хто ж як Бог, так гучить заклик твой, отгони духов злих, хай стримає Бог їх. Михаель, хто ж як Бог, так гучить заклик твой, отгони духов злих, хай стримає Бог їх. Отгони духов злих, хай стримає Бог їх. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Ласка Пана нашого Єсуса Христа, любов Бога Отця і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. І з Духом Твоїм. Мої дорогі, сердечно вітаю вас на гэтай святой Евхаристии. Сёння нядзеля, але ў нашай парафіі перажываем вялікую урачыстасць святога Михаіла, і таму сёння асабліва ахінаем сваёй малітвай усіх, хто носіць гэта імя, каб добры Бог праз заступніцтва Михаіла абараняў, каб вёў да святасці. Таксама падчас гэтай святой імшы малюся і прашу Божай міласэрнасці і даравання ўсіх грахоў для памерлай Дануты Падбірэўскай 4 месяца пасля смерці, каб добры міласэрны Бог прыняў яе душу ў сваё валадарства. Цяпер у хвіліне цішыні прадставім Богу нашыя падзякі і просьбы, з якімі мы прыбылі да Яго на святую імшу. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбанням. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами.
Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прийми моління нашее, який сядеш праворуч Отца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Спрадвечный Боже, Ты с дивосною мудростью вызначаешь обовязки анёлам и людям. Просим Тебе, нехай наше життё на землі заўсёды ахоўваюць анёлы, якія нястомна служаць Табе ў небе, праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Чытанне кнігі прарока Даніэля. Я бачыў, як ставілі троны, і старадаўні сеў. Адзенне ягонае было белае, як снег, а валасы на галаве ягонай, як чыстая воўна. Трон ягоны быў, як полымя агню, а колы, як палаючы агонь. Вогняная рака разлівалася і выцякала ад яго. Тысячы тысячаў служылі яму, і 10 000 дзесяткаў тысяч стаялі перад ім. Суд сеў, і разгарнуліся кнігі. Бачыў я ў начных візіях, вось разам з аблокамі нябеснымі ішоў нібы сын чалавечы. Наблізіўся ён да старадаўні і быў падведзены да яго. І дадзена яму была улада, і гонар, і валадарства. І ўсе народы, плямёны і мовы служылі яму. Улада ягоная вечная улада, якая не адымецца, і валадарства ягонае не будзе знішчана. Гэта Слово Божае. Дякуем Пану Богу. Перед анёлами спяваю Табе, Пане, перед анёлами спяваю Табе, Пане. Славлю Тебе усім моим серцем, бо почуты словы вуснаў моих. Перед анёлами спяваю Табе, кланяюся перед святой Твоей святыняй. Перед анёлами спяваю Табе, Пане, и славлю имя Твое
за милосердность Твою и верность. У день, коли Тебе покликал Ты, почу мяне, повеличу моц моей души. Перед анёлами спяваю Тебе, Пане. Будут дяковать Тебе, Пане, усе короли земли, бо почуют словы Твоих вуснов и заспевают про шляхи Пана, бо великая слава Пана. Перед анёлами спяваю Тебе, Пане. Читание Апокалипсиса святого Яна. «И узнялася война на небе. Михал и анёлы ягоныя воевали с цмоком. И цмок воевал, да ягоныя анёлы. Але не перамаглі, и уже не знайшлося месца для іх на небе. И скинуты был цмок великий, змей стародаўні, называны дьяблом и сатаною, что зводить увесь свет. И он скинуты на землю, и з ім разом скинуты анёлы ягоныя. І пачуў я голас моцны, які казаў у небе: цяпер настала збаўленне і сіла, і валадаранне Бога нашага, і ўлада Хрыста ягонага. Бо скінуты абвінаваўца братоў нашых, які дзень і ноч абвінавачваў іх перад Богам нашым. І яны перамаглі яго, дзякуючы крыві ягняці і дзякуючы слову сведчання свайго, і не палюбілі жыцця свайго аж да смерці. Таму радуйцеся, нябёсы, і ўсе, хто насяляе іх». Гэта Слово Божае. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословляйте Пана усе ягоныя могуці, слуги ягони, які виконують Його волю. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час Єзус, убачыўшы Натанаэля, які ішоў да яго, сказаў пра яго: «Вось сапраўдны ізраільцянін, у якім няма падману». Натанаэль сказаў яму: «Адкуль ты ведаеш мяне?» Езус сказаў яму ў адказ: «Перш чым Філіп паклікаў цябе, я бачыў цябе, калі ты быў пад смакоўніцаю». Адказаў яму Натанаэль: «Рабі, ты сын Божы, ты валадар Ізраіля». Езус сказаў яму ў адказ: «Ці ты верыш таму, што я сказаў табе, што бачыў цябе пад смакоўніцаю? Убачыш больш за гэта». І кажа яму: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, убачыце неба расчыненае і анёлаў Божых, якія узыходзяць і сыходзяць на Сына Чалавечага». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Мои дорогие, прекрасно знаем эту историю, которую учит нас Костел католический, которую передает традиция, что еще задолго до создания первых людей Бог создает мир духовный. И мы с вами во время вызнания веры говорим, что веру у тое, что земное и неземное. И, мои дорогие, под миром духовным понимаются ангелы. Бог создает ангелов, давая им первоочередную миссию, чтобы они служили Богу, поклонялись Ему и исполняли Его волю, помогали в исполнении Его воли. И мы с вами прекрасно знаем, и сегодня это слышали в книге пророка Даниэля о том, что наступила война,
когда часть ангелов сбунтовалась и сказала Богу, что мы не будем тебе служить. Тем самым в защиту имени наивысшего нашего Бога стал Михаил Архангел, который сказал: «Кто, если не Бог?» И тем самым, мои дорогие, от этого момента началась война между добром и злом, война между теми, кто становится по сторону Бога, а теми, кто от Него отвернулся, кто не захотел служить. Далее, мои дорогие, мы знаем тоже еще с катехизиса эту историю, которая учит нас Святое Писание, книга Бытия, о том, как Бог создает первых людей, создает Адама и Еву. И помним эти слова, которые пишет эта книга, что Бог создал первых людей по своему образу и по своему подобию. И, мои дорогие, если бы в тот момент Адам и Ева посмотрели в зеркало, они бы не увидели там свое лицо, они бы увидели лицо Бога, потому что созданы по образу и подобию Бога. Однако знаем этот момент тоже искушения, когда злой дух искусил Адама и Еву, и они отвернулись от Бога, были ему непослушны, и тем самым дьявол разбил вот это зеркало. И уже после этого момента Адам и Ева вроде бы смотрелись в это зеркало, и вроде бы там видели что-то похожее на Бога, но это уже был образ искаженный, это уже не был образ Божий. И, мои дорогие, наше с вами призвание, так как Адама и Евы и сегодня каждого из нас, это собрать осколки этого зеркала воедино, чтобы опять, смотрясь в зеркало, мы видели не себя, а только и лицо Божье. И это мы называем призвание, и называем это основным призванием к святости. То есть быть похожим на Бога – это быть святым, быть без греха. Еще раз подчеркну, это наше первоочередное призвание. И, мои дорогие, из-за того, что Бог справедливый, Он наказывает наших первых родителей, но при этом также страдаем и мы. Почему? Потому что последствия греха первородного настолько велики, что мы тоже это на себе чувствуем. И, наверное, самым страшным этим последствием является то, что каждый из нас приходит на землю с искаженной натурой, что мы с вами слабые. Нам намного проще согрешить, нежели сделать нечто доброе. Нам намного проще, например, украсть, нежели отдать. И что самое печальное, мы не способны распознать до конца, где есть добро, а где есть зло. И дьявол, искушая ежедневно каждого из нас, он показывает нам нечто злое, показывает грех, нечто плохое, как что-то позитивное, что-то притягивающее. И мы с вами из-за нашей слабой натуры искушаемся, поддаемся этому искушению, и как только мы с вами выбираем грех, который кажется чем-то добрым, наступает момент разочарования. И кажется, а зачем? А можно было бы и не делать, а можно было бы и не говорить. И просыпается совесть, которая говорит, ты поступил неправильно. И поэтому, мои дорогие, Костел, заметьте, что мы с вами боимся очень часто реализовывать вот это призвание к святости. Мы боимся и самой святости. Я помню, когда-то был на практике и проводил встречи для молодежи, которая готовилась к таинству миропомазания, до бижмования. И в одной из встреч я спросил их, хотите ли вы быть святыми? Вообще, хотите ли вы святости? Стремитесь ли вы к ней? И я был, если честно, ошарашен их ответом, когда они сказали, что «Ксенц, нет, потому что быть святым – это скучно, быть святым – это нудно, это неинтересно. Быть святым – это значит ходить и постоянно молиться, смотреть в пол или в землю и ни с кем не разговаривать, быть постоянно в костеле, прям жить в этом костеле. Мы не хотим такого. Мы хотим развлекаться, мы хотим интересную жизнь прожить». Более того, опять же, через какое-то время, имея встречу со старшим уже поколением, называюсь бабти Ружанцовые, я также спросил у них, а вы хотите святости? Стремитесь ли вы к святости? И опять же, одна из них засмеялась и говорит, Ксенц, какая святость? Вы про кого? Про меня? Вы меня плохо знаете. Где я, а где святость? Где я, а где рай? Вы плохо знаете мою семью. Дети у меня живут без шлюба. Внуки до костела никто не ходит. Пекло по мне плачет. Какая святость? Это не для меня.
И заметьте, мои дорогие, насколько дьявол путает каждого из нас, показывая святость как нечто негативное. Нигде не написано, что человек должен нон-стоп молиться, чтобы стать святым. Нигде не написано, что человек должен жить в костеле для того, чтобы стать святым. И сколько существует людей, столько существует путей к святости. Она универсальна, она для каждого. Или то же самое, как для старшего поколения, святость – это нечто далекое, потому что мы там и в молодости грешили, мы там и сейчас грешим, нет нам прощения. Нет. Бог наш милосердный Отец, который прощает и хочет прощать. Заметьте, не знаю, или задавали вы себя когда-нибудь себе такой вопрос, или, может, ловили себя на этом. Всякий раз, вот, когда мы приходим к исповеди, говорим: Боже, ну вот тут согрешили, тут плохо сделали, тут, где было не так, как должно было быть. Прости, больше к этому не вернемся. Проходит день, два, дай Боже, неделя, и опять падаем в этот же грех. И этот один и тот же грех тянется практически всю жизнь у нас. Как началось в детстве, так и в подростковом периоде, и в молодости, и в старости. С этим грехом помрем. Ничего нового, один и тот же грех. А знаете почему? Потому что потом, после совершения этого греха, приходит дьявол и говорит тебе на ухо: ты хочешь святости? Нет, посмотри, ты ничтожество. Ты даже один грех за всю свою жизнь победить не можешь, а ты говоришь, что проведешь вечность с Богом. Не получится. И, мои дорогие, и глуп тот человек, кто верит в это, который опускает руки и будет говорить: в принципе, да, он прав. Костел делает очень мудро, когда ежедневно практически приводит нам и ставит в пример некого святого. Вот, например, святой Августин. И Костел говорит: смотрите, сегодня мы во всем всемирном костеле католическом вспоминаем этого святого. Не так просто, а для того, чтобы мы присмотрелись к биографии этого человека, и для того, чтобы мы могли проанализировать, как он поступал в жизни, чтобы он стал, во-первых, для нас примером, а во-вторых, Костел кричит нам на ухо и говорит: он справился, и ты справишься. Святой Иосиф, который был с Матерью Божьей, у него тоже были мысли отдалить ее. Однако он был послушен Богу, услышал Его волю в своей жизни и принял Марию с ребенком. Августин, которого только что вспоминал, человек, который был далек от Бога, но в определенный момент пережил обращение к Богу и начал совершенно другую жизнь, и стал бискупом, и стал святым. И Костел тебе говорит, дорогая сестра и брат, что ты тоже сможешь, несмотря на то, что ты пережил до этого момента, знай, что святость, она тоже для тебя. И это на самом деле огромнейшая надежда каждому из нас. Мои дорогие, переживая сегодня великое торжество в вашем приходе святого Михаила Архангела, Костел больше, наверное, призывает нас не к тому, чтобы мы брали с него пример, потому что, это ангел. Нигде не описана его биография. Мы не знаем ни даты его рождения, мы не знаем ни места его рождения, у нас даже нету никаких реликвий его. А сегодня Костел ставит нам его как, не то как пример, хотя можем тоже зачерпнуть вот это послушание, желание служить Богу, так как он сказал: кто, если не Бог, когда началась вот эта война между ангелами. Однако сегодня кричит Костел нам и говорит, что ты, дорогой брат и сестра, имеешь огромного заступника на небе, святого Михаила Архангела, который защищает тебя. И мы можем немножко о нем узнать с таких, скажем, и индивидуальных объявлений, когда он приходил к определенным людям и приносил некую правду. И знаю, что некоторые из вас были когда-то в Гарганах, Ксенц Пробаш рассказывал, что вы ездили в место, где объявлялся святой Михаил Архангел. Это был V век, когда один человек потерял быка своего и пошел искать. И, как кажется, наверное, если бы нашел, то, соответственно, привел бы назад к себе в сарай, и был бы счастлив. Но, однако, он так долго искал этого быка, что уже в определенный момент сказал: если я его найду, то убью. И нашел. И нашел где-то там на горе и запустил отравленную стрелу в быка. Однако чудесным образом эта стрела не попала в быка, а развернулась и попала в этого человека. И он не умер. И он просто ошарашен вот этим произошедшим, идет к епископу и рассказывает вот эту историю, что вот что-то произошло сверхъестественное.
И, соответственно, епископ, распознав это все, призвал к молитве, к посту, и в определенный момент ему объявляется Михаил Архангел и говорит, что вот это место, где человек хотел убить своего быка, это место будет присвячено мне. Я там буду действовать. Более того, через какое-то время епископы идут на эту гору для того, чтобы осветить ее. Им также объявляется святой Михаил Архангел и говорит, что вы не будете освящать эту гору, потому что я ее уже сам осветил. Здесь люди будут получать прощение грехов. И, мои дорогие, после этого выросла огромнейшая, красивейшая святыня в честь святого Михаила Архангела там, на горе. Более того, в XII веке появляется эпидемия, смертельная эпидемия, после болезни которой люди умирают. И опять же, там тот бискуп призывает к тому, чтобы люди входили на эту гору, брали оттуда камушек, на этом камушке царапали или писали две буквы М и А, Михаил Архангел. И происходило чудо. Человек, который имел этот камень при себе или в кармане, в сумочке дома, он не умирал во время этой эпидемии. Это чудо святого Михаила. Леон XIII, папа, все прекрасно знаете эту молитву, которой он призвал, чтобы каждый раз после святой имши молились. Когда он отправлял святую Евхаристию, увидел такое видение, что дьявол, злой дух, хотел уничтожить костел. И из табернакульма, с дарохранительницы, Иисус говорит, что ты можешь сделать моему костелу? И тут появился на небе Михаил Архангел, который победил злого духа, который показал себя как защитник костела. И тем самым Папа Римский Леон XIII призывает к тому, чтобы все молились постоянно после святой имши к Михаилу Архангелу, потому что он защищает костел от напасти злого духа. И мы этой молитвой молимся. Мои дорогие, но опять же, сестра Фаустина, которую, я думаю, мы все хорошо знаем, которая стала тем человеком, который внес Божие милосердие, которое показало нам, что Бог больше любит, анежели наказывает, больше прощает, анежели более справедлив. И заметьте, 29 тоже сентября, только однажды ей показался святой Михаил Архангел и сказал, что «Сестра, зло тебя ненавидит, дьявол тебя ненавидит. Он будет делать все, он будет сражаться за твою душу, чтобы тебя уничтожить. Но Бог мне приказал, чтобы я особенно тобой опековался». И от этого момента, мои дорогие, мы видим в жизни святой Фаустины знаки, которые давал Бог. Заметьте, первый костел, в котором появилась икона Иисуса Милосердного, который нарисовали со слов Фаустины, как она его видела, это был костел под названием святого Михаила Архангела в Вильнюсе. Более того, отец духовный, кировник духовный сестры Фаустины, который подсказывал, в каком направлении идти, и который также защищал ее, был кто? Мы тоже его знаем, Михаил Сапотько. То есть главным опекуном благословенного Михаила Сапотьки кто был? Святой Михаил Архангел. А еще была такая история, когда сестра Фаустина, на то время она еще Елена, не имела законного имени, хотела попасть в кляштер, хотела быть в кляштере, вместе стать монахиней. Ее никуда не принимали. И в определенный момент она входит к сестрам от Матери Божией Милосердия, и она просится, чтобы ее приняли. И после недолгого разговора с одной из сестер, эта сестра оставила ее на минуту в коридоре, она ушла для того, чтобы посоветоваться. А на самом деле она пошла к своей приложенной для того, чтобы сказать, что ее не нужно брать. Потому что она ничего из себя не представляет. Она и бедная, и харизматов никаких нет. Не будем брать сестру. Но пока вот сестра ожидала ее, сестра Фаустина, одна из сестер пришла к ней и говорит, что «я слышала разговор, пойди к хозяину этого дома и спроси, хочет ли он тебя здесь видеть». И отправил ее в каплицу. И сестра Фаустина пошла и молилась в каплице, потом, вернувшись, вот этой сестре рассказывает, что «да, Иисус мне ответил, что здесь твое место, в моем сердце для тебя есть место». И потом вот эта сестра сделала все для того, чтобы сестру Фаустину приняли, и ее приняли, она осталась в этом законе, она стала монахиней. И что интересно, вот эту сестру, знаете, как звали? Михаэля. То есть Миха
Михаил. То есть, опять же, патроном и опекуном этой сестры был святой Михаил Архангел. Поэтому, мои дорогие, в нашей жизни не нужно ожидать, что произойдет что-то сверхъестественное. Правдоподобно этого не будет. И чтобы показать свою веру, чтобы показать свою святость и любовь к Богу и к костелу, ничего особо такого не произойдет. Никто не придет к нам сегодня с ружьем и не скажет: ты за костел или против костела? Ну, за костел, бах, убили, мученик кровь пролил, сразу святой на небо. Не будет такого. И святость, она всегда в мелочах. Дорогая сестра, святость – это тогда, когда ты просыпаешься на час или даже больше раньше для того, чтобы что-то приготовить своему мужу и детям. Вот это святость. Святость – это тогда, когда ты, дорогой кто-то из молодежи, приходишь со школы и делаешь ответственно свои задания для того, чтобы на завтра прийти и рассказать в школе, и показать, что ты учишься, и ты хочешь учиться, что ты ответственно к этому подходишь. В этом святость. Когда берете тряпку и ведро, и дома прибираете, потому что дома грязно, чтобы было другим жильцам здесь уютно, это святость. Когда идешь в магазин, покупаешь торт, дорогой брат, или там, я не знаю, цветочек, и приносишь своей любимой жене и говоришь: я тебя люблю, давай посидим, вместе с тобой попьем чай и скушаем торт. Вот это святость. Или когда ты, сестра, приходишь тоже домой и видишь пьяного своего мужа, который лежит и вообще ни с кем не контактирует, и вместо того, чтобы его проклинать, бить и оскорблять, ты подходишь, обнимаешь, целуешь и говоришь: я все равно тебя люблю. В этом святость. В мелочах. Я помню, как это был на практике у одного священника, и ксенц-ректор говорит: поедешь на целый месяц к нему на пасхальные праздники, но, говорит, ты поедешь к святому священнику. Я говорю: ксенц-ректор, за что же вы меня так наказываете? Потому что святые, на них лучше молиться, чем с ними жить, потому что каждый со своими заворотами. Он говорит: нет, ты приедешь доволен. И на самом деле вот этот месяц, это, наверное, был самый счастливый период в моей жизни. Тогда я встретил на самом деле святого ксенза. И еще раз подчеркну, что этот ксенц, он не сделал ничего сверхъестественного. Он никого не воскресил. Он никого не исцелил, он просто выполнял свои обязанности. Он просыпался утром и шел, открывал костел, это была забитая деревня, как на польские реалии, да? Он открывал костел, в этом костеле молился, потом костел целый день был открыт, чтобы люди могли прийти тоже помолиться, кто-то на работу идя, кто-то с работы. И как только он приходил после утренней молитвы домой, начиналось. У него домой, в дом на плебанию не закрывались двери. Постоянно все кто-то и шел. Кому-то что-то надо было решить. Тут то крещение, то венчание, то имшу записать. А большинство людей приходило просто, чтобы с ним побыть. Попить кофе, чая попить, пообщаться. Просто провести с ним время. И даже в определенный момент, мне это так со стороны немного не нравилось, думаю, вы дайте немножко отдохнуть этому священнику. Он нон-стоп для вас, он с утра до вечера для вас. Но потом уже, через какое-то время, мои дорогие, я понял, что это и есть святость. То есть человек притягивает к себе, с ним просто хочется быть. Не решать даже какие-то вопросы, а просто быть, просто посидеть, просто побыть в его присутствии. И заметьте, еще раз подчеркну, он ничего сверхъестественного не делал. И поэтому, мои дорогие, переживая сегодня торжество святого Михаила Архангела, еще раз говорим о том, что особого примера он нам не дает, потому что не знаем его жизни. Но Костел сегодня хочет, чтобы мы вбили в голову себе, что мы имеем крутого заступника на небесах, Михаила Архангела. И если он даже не объявляется в моей жизни с небес, не сходит, и здесь, например, в Костеле, то мы уверены в том, что он ежесекундно и каждое мгновение защищает нас, борется со злым духом для того, чтобы вложить в наши уста нужные слова, чтобы в нашу голову вложить нужные мысли, и чтобы направить нас, чтобы мы шли и выбирали ежедневно этот правильный путь. Особенно вы счастливые, потому что над вами в этой парафии, в этом приходе в Ашмянах опекуется именно святой Михаил Архангел. Это огромнейшая сила. Поэтому будьте уверены, что под его заступничеством ни один злой дух не сможет вас оторвать от Бога. Аминь. Вызнаем нашу веру в единого Бога, Айца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачнага і нябачнага,
і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце. Быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл. Вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ў васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Спадзеючыся на дапамогу святых арханёлаў Міхала, Габрыэля і Рафала, узнясём да Бога нашыя малітвы. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб яны шанавалі годнасць, якою адарыў іх Бог, Цябе просім. Молімся за касцёл на Беларусі, каб ён пад апекай святога арханёла Міхала вёў пераможны бой з князем Цемры, Цябе просім. Молімся за дзяцей і моладзь, каб арханёл Рафал вёў іх да Бога, Цябе просім. Молімся за ўсіх памерлых, а асабліва сёння даручаем Божай міласэрнасці памерлую Дануту, каб яны былі адораныя Божай міласэрнасцю, Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных, каб мы з удзячнасцю праслаўлялі Бога, які прызначыў нас для вечнай хвалы, Цябе просім. Божа, выслухай малітвы Твайго касцёла і пра святых арханёлаў Міхала, Габрыэля і Рафала атуляй яго сваёй апекаю праз Хрыста Пана нашага. Бог милосердный, Он клича нас и спасылает час, каб наши души стали чистей. Иди, иди хутчей, грех спыни и голос той почуй, Божай лаской душу уратуй. На кожнім місці і у кожний час Єсус чекає нас. Він оборонить нас від біди, поблагословить наші труди, сльози осушить з Твоїх очей. Іди, іди хутчей, грех спини і голос той почуй, Божай лаской душу уратуй. На кожнім місці і у кожний час Єсус чекає нас. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец Усемагутны. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх
на прославленні і хвалу ім'я ім'я свайго, Свайго, а так само на користь нам і всьому костюлу святому. Усемогутный Боже, мы складаем Тебе ахвяру прославления и покорно Тебе просим. Няхай святые анёлы занесут сие продоблича величи Твоей. Прими я ласкаво и приведи нас до вечного збавления, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серце. Узносим їх до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Гэта Ён праз пасхальную таямніцу цудоўным чынам вызваліў нас ад ярма граху і смерці і паклікаў да хвалы, каб учыніць нас выбраным племенем, королевским святарством, народом святым, людом откупленным. Мы всюди обвящаем моц Твою, Божа, бо Ты нас покликал с темры до Твоего цудовного святла. Тому за анёлами, арханёлами и за всеми святыми мы обвящаем Твою хвалу, разом з ими ускликаючи. Святый, святый, святый Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, який иде у имя Божие. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, ўзяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Гэта вялікая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерти из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одном. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всім світі, удосконали його у любові разом з папом нашим Франтишком, біскупом нашим Александром і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага свету. Дозволим убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом, яе обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, якія спрадвеку подобалися Табе, каб з імі мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Табе, Боже, Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Айца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, и яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас ад злога. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога. Дай ласкава супокой у дні наші, дапамажы нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху и захаваны ад усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай заўсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Покой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, и будзе оздоровлена душа моя. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом,
помножив на пустыні Божа, каб ми в шляху до неба сили мели, ти манною став вандровником голодним, для тих, що вічно быть с тобой хотели. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Жниво настало, радуются люди, соспела нива, пахнет свежим хлебом, хай алтаром земля вся наша буде, а хлеб комуньяй тим, хто прагне неба. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Молимся. Милосердный Боже, покорно Тебе просим, каб мы, умацаванные небесным хлебом, под надейной опекой Твоих святых анёлов и шли наперед шляхом збавления, праз Христа Пана нашего. Амен. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. На гэтым тыдні літургіі мы адзначаем у панядзелак успомін святого Гераніма, святара і доктара касцёла. У аўторак 1 кастрычніка успомін святой Тэрэсы дзіцятка Езу з Панны, пасля ранішняй святой імшы ружанец з ружай святой Тэрэсы. У сераду успомін святых анёлаў ахоўнікаў. У пятніцу успомін святого Францішка Асіскага, законніка, пасля ранішняй імшы ружанец з ружай святого Францішка, таксама у гэты дзень парафіяльны адпуст у Гальшанах. У суботу успомін святой Фаўстыны, Панны, пасля ранішняй імшы ружанец з ружай святой Фаўстыны. У аўторак распачынаем кастрычнік, ружанцовы месяц. Запрашаем на ружанцовую малітву ў касцёл. У буднія дні ружанец пасля святой імшы раніцай і ўвечары, а ў нядзелю пасля святой імшы ў 10 гадзін. Ружанец для дзяцей кожную суботу ў 16 гадзін. На гэтым тыдні першы чацвер месяца раніцай наведаем хворых, адрасы якіх можна запісаць у канцылярыі, а ўвечары будзецца святая імша па кліканнях да святарства і манаскага жыцця. Таксама у чацвер, як заўсёды, святая гадзіна, адарацыя найсвяцейшага сакраменту з 23 да поўначы. На гэтым тыдні прыпадае таксама першая пятніца месяца, споведь за паўгадзіны да святой імшы. Першая субота месяца 5 кастрычніка запрашаем членаў жывога ружанца на штомесячную малітоўную сустрэчу. Кожную пятніцу 17 гадзін катэхеза для моладзі. Сардэчна запрашаем. Наступная нядзеля, першая нядзеля месяца, адарацыйная, пасля святой імшы ў 8 гадзін, магчымасць адарацыі найсвяцейшага сакраменту, пасля святой імшы ў 10 гадзін, эўхарыстычная працэсія. У Барунах у бліжэйшую суботу, 5 кастрычніка, апошні дзень навенны перад каранацыяй абраза Маці Божай суцяшальніцы засмучаных. Святая імша там у 12 гадзін у гэтую суботу. Падчас гэтай святой імшы таксама адбудзецца асвячэнне, кансакрацыя новых алтароў. Таму
Ксёндз Павел усіх сардэчна запрашае на гэтую урачыстасць і таксама захочам уже цяпер запланаваць свой час, каб на 12 кастрычніка таксама быць у барунах на урачыстай каранацыі абраза Маці Божай, сучашальніцы засмучаных, якая адбудзецца менавіта 12 кастрычніка ў 12 гадзін. Таксама будзе аўтобус з нашай парафіі, з-пад касцёла, таму хто не мае магчымасці заехаць, то можна гэта зрабіць на аўтобусе і запісацца для гэтага трэба ў парафіяльным кіоску. Таксама набліжаецца лістапад, месяц памяці аб памерлых. Не забудзьце навесці парадак на нашых могілках, а з 1 кастрычніка, з аўторка, у буднія дні будзем запісваць на выпамінкі за гадзіну перад святой імшой, а таксама пасля святой імшы ў канцы касцёла. Таксама можна прынесці загадзя падрыхтаваную картку, але просьба, каб яна была надрукавана, зроблена на камп'ютары, каб было зразумела, што там напісана. Таксама ў парафіяльным кіоску можна набыць новы нумар газеты «Слова жыцця». Дзякуем за ахвяраванне на рамонт нашага касцёла і ўтрыманне парафіі. Таксама дзякую для ксяндза Паўла Мазана, які цэлебраваў гэтую святую імшу, скіраваў до нас Слова Божае. Ксяндз Павел тут на працягу гэтых 3 дзён, калі ў нашай парафіі адбываецца 40-гадзіннае набажэнства, адарацыя Найсвяцейшага сакрамента, тут з намі быў, маліўся, святаўся з Божым Словам, таму цяго сэрца дзякую яму за гэтыя дні, за гэтую супольную малітву і за Божае Слова. Ксёндз Павел з'яўляецца пробашчам у парафіі святога Юзафа ў Ляхавічах, каля Баранавіч. Таксама там невялікая парафіяльная супольнасць, таксама маладая парафіяльная супольнасць. 5 гадоў таму была заснавана гэтая парафія. Таму атуляем нашай малітвай ксяндза Паўла і парафію яго, якой ён паслугуе, каб Бог адарыў патрэбнымі ласкамі і сваім благаслаўленнем. Апошняя гадзіна засталася адарацыя Найсвяцейшага сакраменту. Цяпер пасля благаслаўлення будзе адноўлена адарацыя Найсвяцейшага сакраменту і будзе працягвацца да святой імшы ў 19 гадзін, перад якой будзе заканчэнне 40-гадзіннага набажэнства. Таму, хто мае час, запрашаем, каб пабыць зноў жа пры Езусе Хрысце, схаваным на свяцейшым сакраменту пад постаццю хлеба, каб набрацца тых духоўных сіл, зачэрпнуць гэтай Божай ласкі з малітвы. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне: Пальміра Бальцевіч, 77 год, Ян Кеўра, 79 год і Тадеуш Баранович, 61 год. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай сашваецца ў пакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у пакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у пакоі вечным. Даверым нова распачаты тыдзень Маці Божай Яснагурскай, памолімся за нашу парафію, асабліва о Божым благаслаўленні, дарах Духа Святога для дзяцей і моладзі ў новым навучальным катахетычным годзе. Таксама памолімся за ўсіх, хто адзначае сёння іменіны, хто носіць імя святога Міхала Арханёла, аб Божым благаслаўленні, патрэбных ласках. Твоей обороне аддаемся, Святая Богородица, у наших патрэбах не пагарджай маленнем нашим, і до всялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благаслаўлёная, о Пані наша, апякунка наша, суцяшальніца наша, Ты заступніца наша, Сынам сваім нас паяднай, Сыну свайму нас даручай, Сыну свайму нас аддавай. Марыя Пані Яснагурская, Маліся за нас. Марыя Пані Яснагурская, Маліся за нас. Марыя Пані Яснагурская. Маліся за нас. Цяпер прымем Божае благаслаўленне. Пан з вами. І з Духом Твоим. Няхай вас благословить Бог Усемогутный, а Отец, и Сын, и Дух Святым. Амин. Идите в супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Будь же прославленный, Езу Гостий, Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься, Христе, зараз и навек, Гостий сокрытый, Бога человек. Славься, Христе,
Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A ja służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A słowo ciałem się nie stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz jej dać, Panie, a światłość wieku jej sta, niech jej świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz jej dać, Panie, a światłość wieku jej sta, niech jej świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz jej dać, Panie, a światłość wieku jej sta, niech jej świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony